Вы смотрите итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях вторника, 24 августа, вы узнаете из материалов наших корреспондентов в студии. Валерия Наумова, здравствуйте. Коротко о темах. Президент России Владимир Путин подписал 2 указа о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. В связи со стабилизацией обстановки с природными пожарами начались работы по поэтапному выводу группировки МЧС России из территории Республики Саха-Якутия. В республике продолжается реализация федерального плана к столетию Якутской ССР. Расскажем о том, какие новшества ожидают поклонников художественного искусства. В Нерюнгри стартовала ежегодная межведомственная акция «Помоги пойти учиться», направленная на оказание социальной помощи несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении в трудной жизненной ситуации. Команда блогеров-путешественников «Ковсбои» прибыла в Якутск. С путешественниками встретился наш корреспондент. Президент России Владимир Путин подписал 2 указа о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Как сообщает во вторник пресс-служба Кремля, одним указом такая выплата назначается пенсионерам, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Национальной гвардии и органах принудительного исполнения. Второй указ распространяет такую выплату на остальные категории пенсионеров. Согласно документам, единовременная денежная выплата осуществляется с сентября 2021 года на основании документов, содержащих в выплатном или пенсионном деле без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты. На сегодняшний день на территории республики действует всего 46 природных пожаров. Из них на 19 пожарах ведется тушение. Тушат пожары в 9 районах на территории более 900 тысяч гектаров. И в 4 районах локализовано 8 пожаров. У нас ликвидирован пока 1 пожар на общей площади больше 500 гектар в Алданском районе. И всего на тушении задействовано у нас 914 человек и 102 единицы техники. Также авиация тоже работает, Б-200, вертолеты в Усмайском районе. Ну, высокий класс пожароопасности, это 5-й класс, сохраняется у нас в Амгинском, Усмайском, Алданском и Тампонском районах республики. В связи со стабилизацией обстановки с природными пожарами начались работы по поэтапному выводу группировки МЧС России из территории Республики Саха-Якутия. Подробнее в материале нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. Количество лесных пожаров на территории Якутии существенно сократилось. По данным оперативного штаба, на сегодня их 43. В течение суток возникло 5 природных пожаров, все в зоне контроля на площади 2712 гектар. Ликвидировано 12 природных пожаров на общей площади 130 569 гектар. На обслуживании территории 5 очагов на площади 102 891 гектар. И в зоне контроля 7 очагов на общей площади 27 678 гектар. Приближенных к населенным пунктам, а тем более угрожающих им, пожаров больше нет. Между тем, на особом контроле возгорание на территории Усмайского района, где, по данным оперативного штаба, действует 12 очагов. Все силы в свете складывающихся погодных условий сброшены в Усмайский район. Многие поэтапный вывод из тех районов, где у нас снимается режим чрезвычайной ситуации, ликвидированы пожары. После небольшого отдыха, передышки выезжают на Усмайский район. Сегодня там доставлена тяжелая техника в виде тракторов, ну и лесопожарные силы, десантники, которые будут непосредственно работать на этих пожарах. Всего в борьбе с огнем на территории Якутии задействованы более 1500 человек и 164 единиц техники. Впрочем, сейчас начинается работа по выводу группировки МЧС России из Якутии. На взлетно-посадочной полосе аэропорта Якутск уже состоялась церемония проводов бойцов Тульского и Ногинского спасательных центров МЧС России. Сейчас сложно даже представить, что еще 2 недели назад тут практически авиация не летала.
и борты садились только наши. В условиях тяжелой ракетной для любого нормального полета. А сейчас дыши Якутия полными легкими, да и не только Якутия, и соседи, и другие субъекты. Аэромобильная группировка Ногинского спасательного центра МЧС России в количестве 100 человек личного состава выполнила поставленную задачу. Личный состав здоров, нарушение требований безопасности не допущено. Для этой передислокации спасателей аэропорт города Якутска встретил 2 воздушных судна МЧС Ил-76, которыми заодно были доставлены грузы от Росрезерва для ликвидации уже последствий лесных пожаров. Мы пока этот Росрезерв в себе всю эту номенклатуру у себя будем складировать, и при возникновении чрезвычайной ситуации будем эти материальные ценности использовать. Таким образом, 200 спасателей из Ногинского и Тульского спасательных центров, которые порядка 2 недель работали в самых горячих точках Якутии, отправились в другие регионы. Остальные бойцы будут выведены из Якутии поэтапно по мере улучшения лесопожарной ситуации. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Якутия и Нижегородская область стали первыми регионами, получившими одобрение по инфраструктурным бюджетным кредитам. Буквально на днях Президиум правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации одобрил заявку Якутии на реализацию инфраструктурного бюджетного кредита в размере более 4 миллиардов рублей. Правительственная комиссия одобрила заявку республики на реализацию сразу 3 масштабных проектов. Это комплексная застройка микрорайона «Звездный», квартал «Воинская часть» в городе Якутске. Там будет налажена вся необходимая сетевая инфраструктура. В городе Нерюнгри будут подведены магистральные сети в жилом квартале «Р». В поселке Жатай также планируется строительство многоквартирного жилья и общежития для специалистов Жатайской судоверфи. Вхождение республики в подобную кредитную программу, несомненно, принесет большой экономический эффект. Мы, как только услышали про эту программу, как только эта программа была принята, конечно, постарались сделать все, чтобы первыми получить возможности от данной программы. Будет большой эффект экономический, да, потому что это будет, конечно, рабочие места. Ну и понятно, что социальная инфраструктура, которая будет строиться на эти деньги, это тоже новые рабочие места и, безусловно, новое качество жизни. Все это будет суперэффективно и при этом не создаст никаких нам дополнительных сложностей в бюджетных процессах. Ну и я считаю, что одним из самых главных критериев сейчас успеха это будет скорость реализации этих проектов. Безусловно, у нас выбор либо республиканские деньги в это вкладывать, либо под очень выгодный процент, 3%, в общем-то, это суперэффективное вложение. Перейдем к эпидобстановке. На 24 августа в республике выявлено 142 новых случая коронавирусной инфекции. Так, 80 случаев зафиксировано в Якутске, 11 в Мирнинском районе. В Сунтарском и Хангаласском районах по 6. 5 заболевших в Алданском районе, 4 в Момском. По 3 случая в Намском, Аймиконском, Среднеколымском и Усть-Алданском районах. В Татинском и Чурапчинском по 2. Еще в 14 районах республики по 1 заболевшему. А на помощь якутским врачам приехали коллеги из Федерального медико-биологического агентства. 3 анестезиолога-реаниматолога помогут лечить пациентов, больных коронавирусом. Также они оценят влияние дыма на здоровье жителей региона. В течение месяца специалисты намерены провести аудит организации медицинской помощи, оказать практическую помощь пациентам с COVID-19 и организационно-методическую поддержку в борьбе с коронавирусом. У медиков уже есть подобный опыт работы в других регионах. Наша группа приехала в составе рабочей группы ФМБА для оказания помощи в регионе, в данном случае в Якутии, где требуется помощь врачей в связи с обострением ситуации по новой коронавирусной инфекции, увеличением количества заболеваемости, необходимостью в кадрах для лечения больных в тяжелых условиях реанимации. В Нерюнгринском районе на горно-обогатительном комплексе Иноглинский запустили 2-й добычной комплекс «Фамур». Первый комплекс был получен и смонтирован весной, а очистной забой запустили уже в июне. Такое оборудование дает новый толчок в развитии угольной компании «Калмар», позволяет выйти на новые производственные показатели и улучшает условия труда для сотрудников. Продолжит тему Екатерина Павлова.
Сегодня на пласте Д-19 шахты Наглинская находятся в работе два высокопроизводительных очистных комплекса «Фамур». «Фамур» оснащен секциями механизированной крепи, очистным комбайном, забойным скрепковым конвейером и конвейерами скрепковыми, штрековыми с обратными наездными головками с дробилками. Горная масса транспортируется ленточными конвейерами. Комплексы идентичные, чтобы в дальнейшем была взаимозаменяемость запасных частей. Вот она поднимается и по воздуху подъезжает. Перед работой со вторым комплексом было проведено теоретическое обучение и сформирован профессиональный коллектив таким образом, чтобы в него вошли как те, кто еще не работал с «Фамур», так и опытные специалисты. Техника в разы облегчает труды шахтера, повышает добычу, производительность труда. Такое оборудование позволяет увеличить объем добычи в 2,5 раза по сравнению с традиционной системой камерно-столбовой отработки и создать более безопасные условия труда для шахтеров. Шахта на сегодняшний день добывает до 400 тысяч в месяц. По июлю месяцу, вот показал, в августе мы взяли план выйти на 550 тысяч. И последующими месяцами у нас будет наработка каждый месяц по 100 тысяч добавляться. И на конец года мы должны выйти в месяц 800 тысяч добычи. Это только по шахте. В настоящее время организованы еще 3 проходческих участка, и как только отработка запасов на одном из них будет закончена, комплекс перемонтируют на следующий участок. Механизированным комплексом можно управлять с одной точки. Это позволяет уменьшить количество сотрудников в опасных зонах добычи. Кроме того, «Фамур» оснащен высоконапорной системой пылеподавления, что позволяет уменьшить влияние вредных факторов для наших шахтеров. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. На площади Удачного приступили к основным строительным работам. Реконструкцию объекта поддержала алмазодобывающая компания. Центральная площадь – один из 8 социальных проектов, победивший на конкурсе «Территория Алроса». Ирина Балкова расскажет подробнее. Центральная площадь сейчас напоминает одну большую стройку. С каждым днем излюбленное место горожан приобретает новый облик. То и дело подвозят материалы. Реконструкция объекта началась в мае. Рабочие сегодня отсыпают площадь щебнем. После ступеней территорию вокруг фонтана обложат плиткой. Также строители готовят фундамент для навеса. Уже можно представить, как будет выглядеть открытый амфитеатр со множеством зрительских мест и зон отдыха. Скажите, все работы выполняются согласно графика? Нет никаких отставаний? Все вовремя? Стараемся выполнять, да, все виды работ согласно графику. Какие-то трудности есть? Есть неувязки, есть чуть-чуть с проектом, которые в процессе производства работ появляются малые неувязки. То есть, как бы вопрос решается моментально, можно сказать. В рабочем порядке? Да, в рабочем порядке. На реализацию проекта «Центральная площадь» компания «Алроса» выделила 20 миллионов рублей. Более 7 миллионов поступит из бюджета Удачного и 35 миллионов из федерального. Объект планируют сдать в октябре текущего года, если природа не внесет свои коррективы. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». В скором времени жители микрорайона Алроса города Ленск смогут заниматься спортом недалеко от дома. В этом отдаленном от центра районе нет спортзалов, поэтому такая альтернатива, как спортплощадка в летний период, хороший подарок для жителей. Уже несколько недель они следят за работами на месте старой площадки. Здесь был проведен демонтаж прежних конструкций, сегодня идет установка ограждения. Параллельно подрядчики бетонируют площадь под будущее баскетбольное поле, которое будет покрыто резиновой крошкой. Также здесь появится несколько уличных тренажеров. Там спортивную площадку мы планируем сделать как в парке, да, то есть с резиновой крошкой, с ограждением, да, с баскетбольными щитами. Планируем там установить немного уличных тренажеров под навесом, да, то есть, чтобы молодежь, дети могли прийти там позаниматься спортом, и поиграть. Поэтому потихоньку, да, проводим работы по благоустройству города. Но я должен признать, что достаточно большой объем работы был сделан за прошедшие 7-8 лет. Да.
В республике продолжается реализация федерального плана к столетию Якутской ССР. Так проходит финальный этап реставрации исторического здания галереи зарубежного искусства в Якутске. О том, какие новшества ожидают поклонников художественного искусства, в материале Саргаланы Неустроевой. Зданию казначейства, ныне галереи зарубежного искусства, более 100 лет. Это один из самых значимых исторических объектов Якутии. Его реставрация открывает новые возможности не только для самой галереи, но и для всех поклонников художественного искусства. Обновленные залы, дизайнерские концепции и, конечно же, техническое оснащение. Все это, по словам директора галереи, позволит посетителям насладиться уникальными коллекциями крупнейших музеев и галерей страны. Ранее это практически не представлялось возможным. Строгие требования к хранению легендарных полотен Якутская галерея зарубежного искусства не проходила. Полностью заменена система вентиляции, пожаротушения, поскольку есть определенные требования для хранения очень таких ценных работ, которые у нас находятся в галерее. И как раз таки новые системы, они будут обеспечивать соблюдение влажностного режима, режима вентиляции, необходимого для хранения живописных полотен. Кроме того, был отреставрирован фасад самого здания. Сохранить удалось даже оконные рамы. Благоустроена будет и прилегающая территория галереи. Реставрация – это всегда трудно. Но главное – сохранение исторического облика здания. Второй этаж полностью практически закончили. Осталась только покраска стен. А на первом этаже начинаем уже. Объект сдадут уже в ноябре этого года. Далее начнутся работы по обустройству помещения. Самая сложная – транспортировка картин. Специалисты уверяют, делать это зимой в экстремальные холода практически невозможно. Однако, по словам директора галереи, успеют как раз к столетию Якутской ССР. Конечно, будет обновленная экспозиция, и мы очень надеемся, что произведения зазвучат по-иному, иначе. Нами разработан дизайн-проект галереи. Внутренние интерьеры будут посвящены тому или иному направлению. Реставрация галереи – один из многих пунктов федерального плана подготовки к столетию республики. Всего на ремонт и реставрацию культурных объектов было выделено более 160 миллионов рублей. Работы велись на протяжении 2 лет, и уже к концу этого года обновленные театры, музеи и галереи снова откроют свои двери для посетителей. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. В Нерюнгри стартовала ежегодная межведомственная акция «Помоги пойти учиться», направленная на оказание социальной помощи несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении в трудной жизненной ситуации, с целью их дальнейшего устройства в образовательные учреждения. Акция проводится комиссией по делам несовершеннолетних совместно с работниками учреждений социальной защиты населения, образования, здравоохранения, правоохранительных органов, опеки и попечительства, отдела социальной и молодежной политики и Центра занятости населения. Помочь нуждающимся школьникам могут предприниматели, жители Нерюнгринского района и все неравнодушные граждане. С 28 по 31 сентября все необходимые принадлежности и школьную форму смогут получить 26 ребят, находящихся в социально опасном положении, и 30 находящихся в трудной жизненной ситуации. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав обращается к жителям Нерюнгринского района, предпринимателям Нерюнгринского района и любому неравнодушному гражданину с целью оказания помощи, благотворительной помощи деткам, которые идут в образовательные учреждения. От вас необходимо личное участие, доброе сердце и любая вещь, которая принесет пользу в дальнейшем обучении нашим несовершеннолетним гражданам. 6 колоколов сегодня осветил роман архиепископ Якутский Ленский на Преображенском кафедральном соборе в Якутске. Род Кулаковских, внуки и правнуки великого якутского писателя, поэта, основоположника якутской литературы Алексея Елисеевича Кулаковского. Всего 57 человек собрали средства и заказали в подмосковном городе Жуковском 6 колоколов. Сделаны были звонницы индивидуально из чугуна, и дальше их отправят в Татинский район, в Амгинский наслед, откуда родом и сами
Кулаковский. В поселке на данное время стоит Николаевский собор, строительство которого началось еще в 1898 году. А 120 лет назад, в 1901 году, был освящен. И во время становления советской власти оттуда исчезли колокола. И вот туда спустя век везут новые колокола. 4 сентября в столетие со дня образования поселка звонницы будут установлены в колокольне. Прекрасный шаг как для восстановления исторической памяти, как для уважения к своим предкам, но так и как урок и очень правильный пример для молодежи, которой нужно любить свою родину, своих предков, тем более вот таких значительных, которые исключительный след в истории Якутии оказали, как Алексей Кулаковский. Команда блогеров-путешественников «Ковсбои» прибыла в Якутск. Автотуристы начали свой путь в Москве месяц назад. Конечным же пунктом является Магадан. С путешественниками встретился Власий Сергеев. Позади 10 тысяч километров пути. Чтобы преодолеть это расстояние, команде блогеров понадобилось 28 дней. Якутск стал 13-м по счету городом, в котором автопутешественники сделали остановку. Конечным пунктом автобуса, выехавшего из Москвы, является Магадан. Про Магадан, про трассу Колыма практически никто из путешественников ничего хорошего сказать не может. Мы хотели сами посмотреть, что это такое. Мы знаем фотографов, которые уже здесь побывали, проехали по этой трассе, тоже от Якутска до Магадана. Они в восторге. Мы тоже захотели посмотреть сами, показать людям, преодолеть стереотип и при этом сделать все это красиво и интересно. Для преодоления маршрута блогеры выбрали КАВС 2006 года выпуска. На приобретение автобуса было потрачено 160 тысяч рублей. Еще столько же денежных средств было вложено в ремонтные работы. Автотранспортное средство должно быть запоминающимся, ярким, вот этим удивительным, с этой харизмой и легендой. И коим является и КАВС тоже. И он пассажироемкий, тоже немаловажный факт. Ну и ремонтопригодность, потому что его можно починить в любом селе, то есть газиков, вот на базе которого он сделан, мы встречали просто полным-полно везде. Автобус блогеров служит не только средством передвижения, но и мобильным арт-объектом проекта. Вероника Баландинская время от времени наносит на кузов рисунки, связанные с местом пребывания автоэкспедиции. Ну, как для меня эта поездка – это своеобразный перформанс. То есть в современном искусстве, помимо визуальной составляющей, важен и сам жест. Получается, да, там в разных местах рисунок дополняется и создается по мере передвижения по маршруту. Вот. И к Магадану, получается, автобус будет полностью расписан. До конечного пункта маршрута осталось около 2000 километров. Уже на следующей неделе разрисованный автобус с блогерами должен доехать до Магадана. Власий Сергеев, Георгий Григорьев, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Помните о безопасности, носите маску, соблюдайте дистанцию в общественных местах. А еще лучше пройдите вакцинацию. Оставайтесь с нами.